Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Сегодня я хочу поговорить с вами об адаптации детей в словенской школе. Для начала скажу, что в словенскую школу дети идут с 6 лет. И ходят они в школу до 9 класса включительно. Образование в школе бесплатное, как для граждан Словении, так и для иностранцев. Но питание нужно оплачивать. Сейчас в Словению прибывает очень много русскоговорящих мигрантов, и большинство из них едут с детьми, хотят лучшей жизни для своих детей и хотят, чтобы их дети получили хорошее, качественное школьное образование. Мой старший сын Сергей пошел в 1 класс в Словении, когда ему только-только исполнилось 6 лет. И он пошел в школу абсолютно не зная словенского языка. Я не нанимала никаких репетиторов, ничего он не учил, просто пошел как белый чистый лист. Единственное, что он выучил, это как здороваться, как прощаться и как отпрашиваться в туалет. Больше он ничего не знал. Сейчас уже на протяжении стольких лет я оглядываюсь назад и смотрю на то, как мой сын Сергей пошел без знания языка в словенскую школу, и мне кажется, возможно, это было ошибкой. Сейчас бы я родителям все-таки посоветовала детей заранее подготовить. Если есть возможность и время, лучше нанять репетитора, и чтобы ребенок уже хотя бы хоть что-то знал. В то время, когда мой сын Сергей пошел в 1 класс, тогда еще не было такого огромного количества русскоговорящих иммигрантов в школе. И он был практически единственным русскоговорящим ребенком в своей школе. И у него не было возможности общаться по-русски, например, с другими детьми, такими же иммигрантами, как он. Вот сейчас, когда он уже пошел в 6 класс, а также еще в 5 классе, появилось очень много русскоговорящих детей. Дети приехали из Украины, и также дети приехали из России и из Беларуси. И сейчас, по моим наблюдениям, новоприбывшим детям сложнее вливаться в словенское общество, потому что у них есть общение на русском языке. Есть такие же дети, как и они, которые только-только приехали и пошли в словенскую школу. И, конечно же, человеческий мозг так устроен, что он хочет идти по более легкому пути. И русскоговорящие дети начинают активно общаться с такими же, как они, с ними же дружить, с ними же коммуницировать и тянутся друг к другу. Конечно же, тяжелее найти славянского приятеля, чем русского приятеля. Но в те времена, когда мой Сергей пошел в школу, ему ничего не оставалось делать, у него не было выбора, и он начал сразу же общаться на славянском языке. Конечно же, сначала ему было очень тяжело. Я вспоминаю первые 3 месяца, как он пошел в школу, ему приходилось очень трудно. Он приходил домой очень уставшим. Он приходил и хотел просто лечь и отдохнуть, хотя он был очень активным ребенком. Но потихоньку, день за днем, он как-то впитывал славянский язык. В школе были организованы занятия для иностранцев. Правда, они проходили всего лишь раз в неделю. Им показывали на этих занятиях картинки, например, фрукты, овощи или какие-то такие, знаете, предметы, там животных показывали. И говорили, как это звучит на славянском языке. Таким, видимо, образом пытались расширить словарный запас ребенка. Но как-то вот так вот потихоньку, и Сергей уже начал улавливать какие-то первые фразы для коммуникации с детьми. А давайте пойдем туда, а давайте поиграем. Начал уже выучивать какие-то слова, и у него появились первые приятели. Нужно отдать должное родителям этих приятелей. Конечно же, любой славянский ребенок, он не горит желанием начать сразу дружить с иностранцем, потому что иностранец ничего не понимает. Сначала дети выказывают интерес, им, конечно, интересно, что у них там необычный ребенок в классе, который не знает славянского. Ну да, они проявят интерес, но потом им станет просто скучно. Им не захочется играть с таким ребенком, потому что он абсолютно ничего не понимает.
Но вот родители первых приятелей, они своим детям объясняли, как важно дружить с Сергеем, как важно не оставлять его одного, как важно взять опеку над ним. И вот таким образом он как-то потихоньку начал общаться с этими ребятами. И эти ребята, вернее, даже родители этих детей, стали приглашать Сергея к себе домой, поиграть вместе. И меня, соответственно, тоже стали приглашать. И в ответ мы тоже начали приглашать этих детей и их родителей. И вот так вот постепенно, плавно ребенок адаптировался в школе. И как я вспоминаю, он уже примерно к ноябрю начал худо-бедно разговаривать на славянском языке. И мне на тот момент казалось, что очень важно, чтобы он как можно больше времени проводил среди словенцев. И я оставляла его еще и на продленку. То есть ребенок находился в школе с 8 утра и почти до 5 вечера. И даже на зимние каникулы я сразу же Сергея отправила в славянский лагерь, где не было ни одного русскоговорящего ребенка. Хотя он вот только-только с сентября пошел в школу, а в феврале он уже поехал с ночевкой на неделю в зимний лагерь в Альпы кататься на лыжах. И сейчас, анализируя свой подход к адаптации ребенка, я все-таки считаю, что он немного был неправильным. Все-таки было очень, даже можно сказать, жестоко бросить ребенка в иностранную среду на такое долгое, длительное время. Сейчас бы, наверное, я уже ребенка не оставляла в продленке, наверное, бы пораньше забирала его домой. Да, конечно же, он быстрее выучил славянский язык, но с другой стороны, ему было очень сложно. Это, как знаете, бросить воду, и чтобы ребенок сам научился плавать. Сейчас, конечно, он отлично знает славянский язык, никто никогда не отличит его от носителя славянского языка, и он даже гордится этим. Недавно его учительница детей в классе спросила: знаете ли вы, дети, есть ли в вашем окружении или среди ваших знакомых иностранцы? И Сергей сказал, что дети стали вспоминать каких-то других детей из других классов, начали говорить вот про девочку русскоговорящую, которая пришла в прошлом году в их класс, стали еще кого-то вспоминать, но абсолютно никто не вспомнил, что Сергей является иностранцем. Наверняка многих родителей интересует, могут ли их дети столкнуться с травлей в школе. Конечно же, нельзя так сказать, что ваш ребенок, не бойтесь, абсолютно ни с чем не столкнется. Все, конечно, зависит от конкретной школы, от конкретного класса, от детей, которые посещают этот класс. Я могу только сказать за себя и за наш опыт. Мой ребенок ни разу за 6 лет не столкнулся ни с какой дискриминацией, он не столкнулся, чтобы его как-то дразнили по национальному признаку, ни разу ничего такого не было. Я что-то вот так вспоминаю в первом классе, что у него, конечно, были трудности с общением, и он пытался привлечь внимание на себя и пытался своими действиями показать, что он не хуже других. Он там старался первым добежать, накрывать на стол в столовой или убирать со столов побыстрее, помогая своими действиями, показывая, что он ничем не хуже других. Но ему было сложно. И что-то так я вспоминаю, что какие-то немножко были детские какие-то конфликты в школе. И я приходила поговорить с учителями и спросила, не связаны ли эти какие-то детские потасовки с национальностью, с национальным признаком из-за того, что он русский. И на меня учителя смотрели с такими большими глазами и говорили: нет, вы что, как вам пришло в голову такое подумать? Но правда, это был 2018 год. А сейчас, конечно, в связи с войной в Украине, конечно же, можно встретить какую-либо неприязнь. Ведь дети все приносят в школу из своей семьи. И если в этой семье
категорически плохо относятся к русским и обсуждают что-то между собой, ребенок может что-то краем уха слышать, и, конечно же, он может что-то сказать в школе. То есть нельзя исключить такую ситуацию. Я слышала, что подобная ситуация происходила в семье моих приятелей. У них ребенок пошел в школу уже после того, как началась война, и была достаточно острая фаза, и один ребенок в классе как-то пытался цеплять сына моих приятелей. Но, конечно же, написали письмо в школу, школа поговорила с родителями, и это все как-то удалось уладить. Все-таки здесь люди не хотят идти на прямой конфликт. И если в школе администрация школы серьезно поговорит с родителями, то ситуацию стараются сгладить и поговорить, в свою очередь, родители поговорят со своими детьми, объяснят, и ситуацию можно разрешить. В крайнем случае, если травля прям продолжается, правда, такого я, слава богу, в Словении не слышала, но наверняка, возможно, у кого-то могли происходить такие ситуации, то можно смело говорить, что нам придется обратиться в полицию и написать, например, жалобу, что моего ребенка травят в школе. И тогда уже полиция будет разбираться с этим делом. Но, конечно же, никому не хочется доводить дело до полиции. И каждая школа, каждая администрация школы старается даже самые-самые маленькие конфликты разрешить мирным путем. И еще что хотела бы я посоветовать родителям, дети которых только-только пошли в славянскую школу. Все-таки дети, они вольно или невольно берут пример с нас, с родителей. И если вы открыты миру, если они видят, как вы хотите внедриться в славянское общество, как вы стараетесь выучить язык, как вы стараетесь завести новых знакомых, они видят, как вы хорошо относитесь к Словении, к языку, они все это будут впитывать как губка и будут копировать ваше поведение. Если дети чувствуют ваши сомнения, если у вас есть сомнения, а правильно ли вы поступили, а правильно ли вы выбрали страну, если у вас есть уже какое-то недовольство к этой стране, если вы уже с чем-то не согласны на начальном этапе, если вы не активно вливаетесь в это общество и не стремитесь выучить славянский язык, то, соответственно, и дети будут копировать ваши отношения. Друзья, на этом я решила не закончить свое видео, а решила взять небольшое интервью у своего сына Сергея, чтобы он смог сам с вами поделиться своими воспоминаниями и эмоциями. Сереж, привет! Привет! Сегодня хочу поговорить с тобой о том времени, когда ты впервые пошел в школу. Ты помнишь этот день? Да, я помню этот день. Ну, расскажи, что ты помнишь, какие у тебя воспоминания? Ну, когда я пришел в школу, было очень страшно, потому что я не знал языка, и, я думаю, что вообще друзей я не найду в этом году, и у меня было желание идти в школу. То есть ты не хотел ходить в школу? Нет, я думаю, что, не знаю, там попозже пойду в школу. Все-таки тебе как-то было страшно, и ты хотел уже хоть что-то знать, да? Да. А ты вспоминаешь, какие первые слова, какие первые фразы ты выучил? У меня было два первых слова. Добрый день и «Агрем легко на страничке». Ну да, очень. Самое полезное. Да, реально самое полезное. А ты помнишь, кто стал твоим первым другом? У меня было два первых друга, Юлиан и Йон. Они были самыми первыми? Да. А ты помнишь, кстати, что Йон нас как-то даже пригласил к себе в гости? Его родители пригласили нас в гости. Да, помню. Это было очень приятно, что они так тепло к нам отнеслись. Я до сих пор это помню. Какое самое неприятное воспоминание у тебя с первого класса? Вот что ты вспоминаешь, что тебе вспоминать неприятно? Было такое?
мне кажется, когда, ну, у меня такое воспоминание, типа, ам, хорошее и плохое в одном. Такое, ну, помню, мы делали с моими друзьями такое, мы хотели сделать магазин такой, ну, где там делали бумажные самолетики, вееры и все такое. Да, такие поделки бумажные. Но потом как-то мы случайно уронили эти поделки в лужу, был дождь, там, и они промокли. И это было очень грустно. И потом мы, ну, забили на эту идею. А что самое приятное вспоминается? Самое приятное, какое воспоминание из первого класса? Помню, когда я пришел прям тогда в школу, ну что, ну я думал, что будет очень плохо, но не было настолько плохо, потому что мы пошли сразу в столовую и нам дали пирожное. И это тебя утешило. Да. Кстати, интересно разговаривать со своими подругами славянками, которые являются мамами Сережных одноклассников. И у них тоже есть воспоминания о нас 1 сентября. И они вспоминают, какой Сережа был грустный, какой он был такой жалостливый, как ему хотелось плакать, он ничего не понимал. И они мне говорят, у нас сердце кровью обливалось, когда мы смотрели, какой он весь зажатый, запуганный. Так было его жалко. И так хотелось сделать, чтобы ему было хорошо в обществе наших детей. И действительно они постарались. Это как раз была Маруша, мама Йона, и Эва, мама Юлиана. Они, конечно, приложили все усилия, чтобы их сыновья подружились с тобой и начали приглашать нас в гости и на дни рождения. Очень чувствовалась и до сих пор чувствуется поддержка с их стороны. А учителя, вот ты вспоминаешь, они были добрыми или строгими? Какие у тебя сохранились воспоминания о тех учителях? Были добрые, ну да, такие добрые, но ну, там было 2 учителя, ну, типа, у нас большой класс был из 30 человек, и надо было, ну, одному не справиться с 1 классом, еще так много детей. У нас было 2 учителя. Ну да, все были добрые. Помню, когда я пришел только в школу, я такой запуганный был, и мне подошла учительница, там поздоровалась со мной. Так, ну, поздоровалась, но я, конечно, не понял, но она так обращалась ко мне хорошо. Но да, они все добрые, но бывало, когда они повышали голос, когда мы очень плохо себя вели, и да. Могли строго что-то сказать. Да. Это Зинка была, помнишь? Да, Зинка и Тина. Зинка и Тина. Я прям Зинку очень запомнила. Такая женщина в возрасте. Еще, видимо, работала учительницей в период Югославии. Но она мне, кстати, очень понравилась. Не знаю, такая очень приятная, но такая строгая женщина, да? Угу. А сейчас ты уже ходишь в 6 класс славянской школы. Какой у тебя сейчас самый любимый предмет в школе? Наверное, спорт. Спорт самый любимый. Да. Ну да, у тебя всегда 5 по спорту. Ну, кстати, у тебя еще очень хорошо получается рисовать. Рисование тебе меньше нравится? Ну да, это тоже очень хороший предмет, но не знаю, спорт мне больше нравится. А какой урок тебе кажется самым сложным? Ну, география, потому что, ну, пока что все легко, но я слышала других, ну, детей, которые теперь в 7 классе, что география это очень тяжело и что-то как-то страшно. Страшно уже. Да. Еще, кстати, хочу спросить, а сейчас вот много русскоговорящих детей в школе? Да, у меня тоже в классе есть одна девочка, которая по-русски говорит. И в параллельных классах там тоже есть и русские, и украинские дети. Они тоже между собой общаются по-русски. Коля, вот я знаю, мальчик из Украины, он в параллельном классе с тобой учится. И еще там другие дети тоже из России. А как ты думаешь, вот сейчас ребятам русскоговорящим приходить в школу легче, чем тебе? Ну, не знаю даже. Наверное, тяжелее, потому что они как бы, ну так, ну или даже легче, потому что они уже в России были в школе. И они типа, ну знали, что это такое школа и все такое.
А Да. тебе не кажется, что им легче из-за того, что они могут общаться между собой, а вот ты, когда пришел, ты ни с кем не мог общаться, помнишь? Ну да, это тоже. А ты помнишь вообще, как ты начал говорить вообще по-славянски, этот момент? Ну, помню, мы на каком-то сайте учили слова, там проходили разные. Ты имеешь в виду «Мы упражнения. дома»? Да, мы дома. Ну да, мы скачали приложение, называется 50 Languages, и там есть славянский язык абсолютно бесплатно, и можно по нему заниматься. И мы так немного играли дома. Но потом как-то плавно получилось. Это же не могу вспомнить, когда ты уже начал говорить. Как-то раз. И я помню, что это было через 3 месяца. 1 сентября ты пошел в школу, а в ноябре ты уже начал разговаривать. А ты помнишь, как ты поехал первый раз в лагерь в феврале? Ну, не очень. Не очень. Это стерлось у тебя из воспоминаний. А, еще хотела спросить, очень важно. Не было такого, что тебя кто-то дразнил, там, кто-то обижал тебя? Было Нет, такое? все были такие, все хорошо. И сейчас у вас в школе тоже этого нет? Нет, Да? нет. И новеньких тоже никто не обижает, Нет. не Их дразнит? наоборот поддерживают. Поддерживают? А ты кого-нибудь поддерживаешь? Ну да, Кого? их, Их? А как ты их поддерживаешь? не знаю, так типа разговариваю с ними, играю тоже. Мгм. А вот вы уже в 6 классе учитесь. У вас кто-нибудь курит? Из нашего класса нет. А из параллельных 6 классов кто-нибудь курит? Нет, А ты видела детей, которые курят? да. А в каком они классе? Вроде в 9 либо в 8. А учителя им делают какие-то замечания? Нет, они курят за школой, их никто не замечает. То есть они такие, Да. такие прячутся хитрые, да? Ничего себе. Какой бы ты совет дал ребятам русскоговорящим, которые сейчас приходят в школу, и, может быть, у тебя есть что посоветовать для них, чтобы они быстрее начали говорить на славянском и быстрее адаптировались? Скачивайте, ну что, пусть они скачают 50 language. Мгм. Еще может музыки слушать на славянском. Песни ты имеешь в Да, виду на ну ютубе? музыку, да, песни славянские. Либо еще словарь купить и по нему там учиться. А может быть, еще почаще на кружки всякие ходить, Тоже можно, да. в продленке оставаться, Ну, учить, можно тоже. учить. И поскорее, мне кажется, поскорее находить какого-нибудь друга, да, славянского. Ну, как я уже говорила, я бы посоветовала побольше детям, которые не знают славянского, поскорее находить себе местных друзей. И этот совет подходит не только детям, но и родителям, чтобы поскорее влиться в общество, и таким образом будет намного легче адаптироваться. Желаем вам поскорее выучить славянский язык и стать частью славянского общества. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока! Пока. Go.